Алифба Анвара. Буква Э. Слово Эйлен-Бейлен. Хоровод. Хоровод. Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. По-татарски Эйлен – кружись, и Бейлен – вяжись. То есть кружись в связке, взявшись за руки. Хоровод. Сегодня традиция водить хороводы сохранилась, пожалуй, только в детских садиках. И то только вокруг новогодней елки. Но общий смысл сохранился неизменим. Ведь, взявшись за руки, каждый становится частью чего-то большого, целого. Здесь открывается новый, пока неизведанный, но такой интересный мир. На красивой поляне, вблизи деревни, по праздникам проводились массовые гуляния. Молодежь наряжалась, надевала лучшие одежды и отправлялась встречаться, знакомиться, влюбляться. Здесь девушки с удовольствием демонстрировали результаты кропотливого труда. Умение шить, вышивать, изготавливать различные украшения. Юноши показывали свою силу, находчивость, великодушие. В совместных играх, хороводах учились общению, взаимодействию, присматривались друг к другу, отвечали взаимностью или отказывали в необидной форме. Родители или старшие родственники приглядывались за молодежью. Традиционно юноши и девушки водили отдельные хороводы, танцевали, не касаясь друг друга, целомудрию учили ислам и традиции предков. А к концу лета, после сбора урожая, игрались веселые свадьбы, чтобы лет через 10-15 новые поколения водили уже свои хороводы. Вот так.